Начнем с того, что послужило причиной возникновения криптовалюты. Первое – это эволюция денежной системы. Деньги за всю историю своего существования принимали самую разнообразную форму. Много веков назад наши предки пользовались мясом дичи. Потом были редкие по своей природе ракушки и бусины. Они никак не могли пригодиться в хозяйстве или домашних делах. Люди просто договорились считать их ценными. Продолжительный период в истории денег занимает золото. И это не зря, ведь золото имеет огромное преимущество. Оно дефицитно, ограничено природным ресурсом Земли, поэтому и ценно. Кроме всего, золото устойчиво к любым видам коррозии, и его легко можно поделить. Со временем золотыми монетами стало непрактично пользоваться в силу их большого веса. Тогда были придуманы специальные места для хранения золотых монет – банки. Взамен выдавались расписки – банкноты. Так в истории денег появляются бумажные купюры. Количество всех денег в мире равнялось объему всего добытого золота. Но когда в XIX веке появились большие заводы и фабрики, становится необходимым увеличивать количество денег в обороте страны. В противном случае людям не на что было бы покупать производимые товары. А когда шахты по добыче золота стали не успевать за количеством произведенных товаров, тогда банкиры договорились и отменили золотой стандарт. Теперь государство имело право печатать столько денег, сколько захотят. Деньги перестали подкрепляться золотом. Началась неограниченная эмиссия. Обратите внимание, что с годами деньги меняют свой внешний вид и принимают ту форму, которая удобна и практична для пользователей. Сегодня деньги еще и соответствуют современным технологиям. Прекрасным примером этому являются электронные деньги. Еще 10 лет назад пластиковыми картами пользовалось малое количество людей. А сейчас, когда все преимущества безусловны, это стало массовым трендом. Несмотря на все новые способы передачи и хранения денег, банк остается ключевым связующим при проведении любых транзакций. А это значит, что мы должны соблюдать определенные правила, которые нам диктуют. Первое – это комиссия. Совершая плату или денежный перевод, мы привлекаем третью сторону – банк, и обязаны платить дополнительные средства за ту или другую услугу. Все транзакции, которые проводятся через банк, пополнение счета, оплата коммунальных услуг, оплата товаров и так далее, сопровождаются комиссией. С каждым годом банковские структуры поднимают цены на свои услуги, и у нас нет другого выхода, как платить им за работу. Еще один груз, который несет с собой банк, это медленные международные переводы. Огромное количество времени тратится на то, чтобы совершить перевод денег за границу. Мы сталкиваемся с ограничениями и лимитами, которые установило наше государство на отправку и получение средств в иностранной валюте. Вдобавок ко всему, банк сегодня – это синоним слова «недоверие» и «риск». Сейчас вы видите лишь малый перечень банков, которые были закрыты или находятся на стадии ликвидации. Люди доверили свои сбережения и не смогли их вернуть. Вместе с тем, огромное количество банковских работников потеряли свои рабочие места. Но сейчас же век цифровых технологий. Мы используем интернет и можем отправить письмо по электронной почте за секунду. Мы можем позвонить другу в другой конец мира с помощью Skype, Viber и других подобных приложений. Предприятия отправляют отчеты за секунду благодаря интернету и не тратят время на простаивание в очередях под кабинетами. Сегодня практически все крупные операции в мире осуществляются в виртуальной среде, через интернет. Но совершить любую финансовую операцию можно только лишь задействовав третью сторону – банк. Почему же деньги нельзя так быстро, просто и без комиссий отправить друг другу? Почему мы должны использовать банки с их правилами? С появлением криптовалюты эволюция денег становится на новую ступень, освобождает нас от всех грузов, которые несет с собой нынешняя финансово-банковская политика. Криптовалюта – это то, что неизбежно ждет каждого из нас в будущем.